Здравствуйте, мои хорошие. Уймахуафыуа. Сегодня мы вам расскажем черкесскую сказку. Ханская дочь и охотник. Давным-давно в Кавказских горах жил-был охотник Шамиль, храбрый и статный юноша. Охотой он добывал пищу для себя и своей старушки-матери. Однажды на закате, когда Шамиль хотел уже возвращаться домой с пустыми руками, он заметил на чинаре орла огромной величины. Прицелился и хотел уже выстрелить, как вдруг орел молвил человеческим голосом: «Не убивай меня, Шамиль, я пригожусь тебе в беде. Вот тебе одно из моих перьев. Когда тебе будет плохо, согрей его на огне, и я тотчас явлюсь». Шамиль спрятал перо и пошел дальше. Дичи ему не попадалось никакой, а между тем есть ему очень хотелось. Тогда он спустился к морскому берегу и увидел на песке необыкновенную рыбу с золотистой чешуей. Золотая рыба стала его умолять человеческим голосом: «Брось меня в море, Шамиль, я тебе пригожусь в беде. Вот тебе на всякий случай одна моя чешуйка». Шамиль взял чешую и отпустил рыбу в воду. Затем опять направился в лес, и там он увидел лису, прицелился в нее, но и она стала просить: «Не трогай меня, Шамиль, я тебе пригожусь в случае опасности. Возьми лучше мою волосинку». Взял Шамиль волосинку и пошел дальше. Долго ли, коротко ли он шел, но достиг незнакомого города. Зашел в бедную избушку, в которой у очага возилась древняя старушонка. Он спросил ее, нет ли у нее чего-нибудь поесть. Оказалось, что и она сама сидит целый день без хлеба. Тогда Шамиль вынул золотой и послал ее на базар за едой. Скоро вернулась старушка и принесла всего вдоволь. Шамиль пригласил откушать и старушку, а когда они оба наелись досыта, он спросил у нее, что нового в городе. «Лучше и не спрашивай, дорогой гость», — ответила старушонка. «В нашем городе правит хан, у которого одна единственная дочь. У девушки есть подзорная труба. В нее она видит все на земле, на небе и в море. Она заявила, что выйдет замуж только за того, кто сумеет так спрятаться, чтобы его никак нельзя было найти. Прятаться можно 3 раза. В случае же неудачи после 3-го раза несчастный должен погибнуть». А так как эта девушка необыкновенно красива, то многие юноши из нашего города делали попытку добиться ее руки, но оказались жертвами этой же жестокой принцессы. И я тоже оплакиваю потерю 2 моих красавцев-сыновей. Число всех жертв составляет ровно 99. До 100 не хватает одного. «Попытаюсь и я», — сказал Шамиль. И, простившись со старушонкой, направился в ханский дворец. Дочь хана спросила, обращаясь к нему: «Сотый?» «Посмотрим», — коротко ответил Шамиль. «Если ты желаешь, — сказала резко ханская дочь, — рисковать из-за меня своей жизнью, то знай, что в эту ночь ты должен спрятаться, а днем я тебя стану искать». В сумерки Шамиль вышел из дворца и зажег перышко орла. Явился орел. «Спрячь меня, как можно лучше спрячь», — сказал Шамиль. И орел, подхватив его своими когтями, поднял в поднебесье и унес далеко-далеко, в темные облака, где у него было гнездо. Туда он посадил Шамиля и сам сел на него. На рассвете ханская дочь стала осматривать кругом всю поверхность земли. На земле нигде не оказалось Шамиля. Тогда она навела свою трубу в поднебесную высь
искал его долго-долго по всему воздушному пространству. И, наконец, в облаках заметила гнездо, на котором сидел орел. Смотревшись хорошенько, она увидела несколько шерстинок от папахи Шамиля. «Вот он!» — крикнула радостно девушка. Когда же вечером явился Шамиль, ханская дочь рассказала ему в точности, где он прятался. На этот раз его постигла неудача. Надеясь второй раз лучше спрятаться, Шамиль поджег чешую золотой рыбки. Рыба, явившись к нему немедленно, разинула рот и, забрав Шамиля в свою огромную утробу, погрузилась в морскую пучину. Долго на следующий день искала дочь хана, но все напрасно. Не было Шамиля нигде, ни на земле, ни в Поднебесье. Тогда принцесса направила трубу в глубину моря. Случилось так, как раз, что в это время рыба, в утробе которой прятался Шамиль, открыла пасть. Неудивительно, что он был замечен. Шамиль почти пал духом, но оставалась третья попытка. Вышел охотник за город и зажег волосинку лисы. Лисица тут же и явилась. «А ну-ка, как ты меня спрячешь?» — сказал нетерпеливо Шамиль. «Не беспокойся, Шамиль, я тебя так спрячу, что тебя никто не найдет». И она велела ему спать спокойно до тех пор, пока его не разбудит. Затем принялась рыть подземный ход от того места, где спал Шамиль, до ханского дворца, под ту комнату, в которой обыкновенно сидела девушка и смотрела в свою подзорную трубу. На заре лиса разбудила Шамиля и велела ему ползти за собой. Они очутились в подполье комнаты ханской дочери в таком месте, которое находилось как раз под ее ногами. Начались поиски, но сколько ни искала ханская дочь, нигде не могла найти Шамиля. Ей невдомек было, что он спрятался под ее ногами. Когда стемнело, юноша отправился к ханской дочери. «Сегодня, однако, — сказала она недовольным голосом, — ты так спрятался, что даже сам шайтан не смог бы тебя разыскать. В таком случае надеюсь, что ты сменишь гнев на милость», — спросил Шамиль. «Нет, — сказала она, — позволь мне поискать тебя еще раз». Шамиль согласился. Повторилось то же самое. Конечно, все поиски девушки оставались безуспешными. С досады она разбила свою трубу вдребезги. Когда же вечером Шамиль явился во дворец, недоступная красавица бросилась к нему, сказав: «Ты окончательно победил меня. Я согласна быть твоей женой». На следующий день отпраздновали свадьбу. Все жители города были необыкновенно рады, что избавились от тяжкого для них испытания. И свадьба ханской дочери стала всеобщим большим праздником. Вот так, мои хорошие, получил наш герой Шамиль добро и помощь от тех, кому сам помог. Черкесская поговорка гласит: делай добро и кидай его в воду. До свидания, мои хорошие. До новых сказок.